Уходящий 2021 год стал самым плодотворным для кыргызского спорта. В этом году на международных соревнованиях отечественные спортсмены завоевали 416 медалей. Из них 110 золотых, 106 серебряных и 200 бронзовых. Из них на Олимпиаде в Токио Айсулу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Мерим Джуманазарова завоевали 2 серебряных, 1 бронзовую медали, что обеспечило Кыргызстану 70-е место из 207 стран участниц Олимпийских игр. А уже в октябре на мировом первенстве в Осло кыргызстанские борцы выиграли 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали среди 650 борцов из 66 стран, заняв в общем зачете 5-е место. Наши борцы соревновались со спортсменами из таких держав, как Иран, США, Япония, Россия. 416 медалей за один год – это наилучшие показатели в истории кыргызского спорта. В 2020 году картина была совсем иная. Тогда в общей сложности спортсмены принесли стране всего 109 медалей, из них 27 золотых, 31 серебряная и 51 бронзовая. – 110 раз в этом году поднимался флаг Кыргызстана на мировой арене. Наши спортсмены своими победами на международных соревнованиях подарили кыргызстанцам самое главное – чувство гордости за свою страну, веру в ее успех и надежду на светлое будущее. Наши спортсмены показали всему миру непоколебимый дух, силу воли и упорство кыргызов. Весь кыргызский народ сплоченно поддерживал и болел за каждого спортсмена, разделял вместе с ними как радости от побед, так и обиды. Они всему миру доказали, что являются лучшими из лучших. Каждый достигнутый результат мною в первую очередь я доказываю себе. И сегодня я тоже вписала для себя историю, став двукратной чемпионкой мира, а также история продолжается нашей страны. Айсулу Тыныбекова, ставшая серебряным призером Олимпиады и сохранившая лидирующие позиции в рейтинге Всемирной организации борьбы, получила награду в размере $10 000 от Объединенного мира борьбы. Она дважды защитила свой пояс на мировом первенстве. У Мерим Джуманазаровой в этом году также немало успехов в спортивной карьере. Если с Олимпийских игр в Токио она возвратилась с бронзовой медалью, то на чемпионате мира в Осло завоевала золото. Мерим не просто стала чемпионкой мира, но и показала всем великодушие и доброту кыргызского народа. Третья воспитанница Нурбека Изабекова Айпери Медеткызы на Олимпийских играх была близка к призовому месту, но победа ускользнула в последний момент. Что не скажешь о мировом первенстве, там Айпери легко обеспечила себе чемпионство. Что касается борцов мужской сборной, то Акжол Махмудов стал серебряным призером Олимпиады по греко-римской борьбе и поднял рейтинг Кыргызстана в мировом рейтинге. Не только Всемирная организация греко-римской борьбы оценила профессионализм 22-летнего спортсмена, но и болельщики со всей планеты. Давайте вместе подведем итоги достижений кыргызских спортсменов в 2021 году. Январь. Спортсмен из Кыргызстана Манас Абдакимулу стал чемпионом мира по профессиональному боевому самбо. Турнир прошел в российском городе Санкт-Петербург. Айсулу Тыныбекова стала чемпионкой международного турнира в Киеве. Борец греко-римского стиля Джолман Шаршембеков завоевал серебряную медаль.
Март. Кыргызстанский полузащитник казахстанского клуба «Кайрат» Гульджигит Алукулов по итогам опроса Азиатской конфедерации футбола был назван игроком недели среди азиатских футболистов 2 недели подряд. Апрель. Боец смешанных единоборств Зулкарнай Камчебеков стал чемпионом в легком весе на турнире США. Тогда он обеспечил себе 5-ю победу и стал обладателем золотого пояса. В этом же месяце в Кыргызстане впервые прошел чемпионат Азии и Океании по дзюдо, где чемпионом стал кыргызский дзюдоист Владимир Зулоев. Это первая в истории дзюдо страны золотая медаль на чемпионатах Азии и Океании. Вместе с этим спортсмены из Кыргызстана получили путевки на Олимпиаду. Борцы добились успехов в квалификационном турнире на Олимпиаду, который проходил в городе Алматы, Казахстан. Тогда Айсулу Тыныбекова и Мерим Джуманазарова завоевали золотые медали чемпионата Азии. На этом же соревновании Айпери Медеткызы завоевала серебряную медаль. Если кыргызстанский боец Жантуре Ташиев стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу среди молодежи, боец UFC Валентина Шевченко в 5-й раз защитила свой титул, победив соперницу с Бразилии Джессику Андраде. Май. Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли – гору Эверест. Майда 8 saat 35 минутта Алла Тааланын буйругу менен Камалынган чокусуна, Эвересттин чокусуна чыктык. Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз элим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным ушу жеңишимди силерге багыштадым, силерге арнайм. На Иссык-Куле прошел международный марафон Шанхайской организации сотрудничества Run the Silk Road, где впервые разыгрывали путевку на Олимпиаду. В нем принимали участие 3000 легкоатлетов и любителей спорта из 35 стран, которые пробежали 42 километра. Июнь. Айсулу Тыныбекова выиграла золото на турнире Poland Open в Польше. В результате Айсулу оказалась на вершине рейтинга United World Wrestling. Август. Олимпийские игры. Айсулу Тыныбекова и Акжол Махмудов завоевали серебро, а Мерим Джуманазарова – бронзу. Сентябрь. В Бишкеке прошел турнир Кубок трех наций, в котором приняли участие сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Национальная команда стала победителем товарищеского турнира. Борчиха Калмира Билимбеккызы завоевала золотую медаль на международном турнире игр стран СНГ в городе Казань, а член национальной сборной по карате Калыс Нурламбекулу удостоился золотой медали. Чемпионка UFC в легком весе Валентина Шевченко в 6-й раз защитила чемпионский титул, победив американку Лорен Мерфи. Октябрь. Кыргызстанец Нурбек Тойчубаев выиграл золотую медаль на Кубке мира по паритриатлону, а Нурдин Букуев, кыргызстанский арбитр, который обслуживал финальный матч чемпионата мира по футзалу, в качестве главного арбитра получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино. Борец вольной борьбы Алибек Осмонов стал бронзовым призером чемпионата мира в городе Осло, Эрназар Ахматалиев – серебряным. За годы независимости Эрназар стал первым борцом из Кыргызстана, выигравшим серебро чемпионата мира по вольной борьбе. На этом же турнире Айсулу Тыныбекова стала чемпионкой мира по женской борьбе, Айпери Медеткызы стала бронзовым призером. На следующий день Мерим Джуманазарова стала чемпионкой мира, а Джоломан Шаршембеков выиграл серебряную медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе. Кыргызстанка Айпери Медеткызы выиграла чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет в Сербии. На этом же турнире борец вольной борьбы Бекболот Мырзаназар Уулу завоевал серебряную медаль, а Эрназар Ахматалиев был признан чемпионом. Декабрь. Спортсмен-лыжник из Кыргызстана Максим Гордеев получил лицензию на 27-е зимние Олимпийские игры, а Бекдолет Расулбеков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте. Этот результат Бекдолета является самым высоким достижением в истории суверенного Кыргызстана на чемпионатах. Организация Объединенных Наций признала женскую сборную Кыргызстана по борьбе одной из 5 самых успешных команд по итогам 2021 года. Спортивная организация отметила, что борцы Кыргызстана добились больших успехов на мировой спортивной арене. Азиатский мир борьбы определил Айсулу Тыныбекову как лучшую борчиху в Азии. 17 декабря в Бишкеке прошел дружеский матч по футзалу, посвященный столетию кыргызского футбола, где играл сам президент Садыр Джапаров. В турнире приняли участие администрация президента, команда ветеранов «Алга», журналисты, спортивные федерации, бизнес и искусство.
Итак, уходящий год был богат спортивными достижениями. Чтобы так и продолжалось в будущем, со стороны государства предпринимаются инициативы по денежной поддержке спортсменов, повышению заработной платы тренеров, строительству новых спорткомплексов и стадионов. Наргиза Нурмаметова, Турар Анарбеков. Итоги года.